Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. «Синергия Арктики» – один из масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня не только в Якутии, но и по всей стране. Речь идет не просто о строительстве линий связи, а о создании полноценного цифрового каркаса для арктических и труднодоступных территорий. Почему реализация проекта так важна для нашей республики? Об этом мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Петр Николаев, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Петр Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Да, сразу вопрос, почему же синергия Арктики так важна для нашей Якутии? Ну, мы все знаем, что наша республика большая, достаточно удаленные населенные пункты. Знаем, что высокоскоростного интернета у нас в Арктике нет, это ни для кого не секрет. Поэтому, конечно же, данный проект призван сделать цифровую инфраструктуру, это линии связи до каждого населенного пункта в Арктике, до каждого районного центра, что позволит в будущем, конечно же, нашим жителям использовать цифровые сервисы, разные цифровые сервисы. Это госуслуги, телемедицина, телевидение цифровое, пускай, да, вот, развлекательный контент, кино, образовательные, конечно же, да, в этом участвует. Действительно, Поэтому, очень необходимый проект. да, очень важно для нас и для людей. Вот. Бывая в районах республики и на отчетах правительства, особенно в арктической зоне, я постоянно слышу такие вопросы, когда у нас будет высокоскоростной интернет. Конечно же, мы рассказываем про наш проект. Это был как бы большая работа была проведена, это не одномоментно появилось, большая команда работала с 23 года совместно с федеральным центром. Поэтому сейчас это уже реальность, это уже идет этап реализации проекта, поэтому жителям остается только немножко подождать и как бы уже потом получить полноценные цифровые услуги. А скажите, пожалуйста, насколько сложно строить современную сеть связи в условиях Арктики? Это действительно очень непростая задача. Мы понимаем и видим в проекте по тем трассам, которым мы идем, это разные направления. Это Хандо-Кочерский, в сторону Депутатского, Усть-Киги, Батагая. Конечно же, местность везде разная. Это вечная мерзлота, это болоты, где-то у нас тайга идет, где-то тундра. Есть скалистая местность. Конечно, очень разнообразная, так скажем, у нас трасса. И это вызывает для нас большие, так скажем, инженерные вызовы в части того, что как у нас прокладывать. Поэтому здесь, конечно же, для команд инженеров прокладки кабеля есть определенный вызов. Но, конечно же, мы запроектировали данные работы, и у нас идет сейчас все по графику. Но есть, конечно, определенные сложности, вот, не скрою, но мы их решаем, да, совместно нашей командой, поэтому все у нас как бы идет под контролем и в плановых сроках. А что изменится для жителей сел, куда придет высокоскоростной интернет? Ну, здесь хочется сказать об этом. В 2026 году, да, вот, мы в 8 населенных пунктах будем, я сейчас их перечислю. Это Сигенкюль Кобейского района, села Дабан, Дельгей, Иннях, Тинне, Чапаево, это Алекминский район, Харалдан, Татинский район и село Тополиное. Да, вот. В этом году 8 населенных пунктов уже будет подключен высокоскоростной интернет. Вот. Это, конечно же, получение, я уже немножко выше сказал, это различные сервисы. Это начиная от государственных сервисов, это медицина, телемедицина, государственные услуги, какие-то можно будет покупки совершать на онлайн-платформах, да. Игровой, возможно, где-то контент, да, не без этого, развлекательный контент, кино, музыка. Вот. И мы вот в хороших скоростях, в хорошем качестве наши жители смогут получать данные сервисы. Ну и, наверное, надо добавить, что связь с родными и близкими, там, по видеозвонку, допустим. Это обязательно, Да. конечно же, связь, она сейчас как бы не знает границ, да, мы сейчас, как бы, раньше, когда в начале, может быть, 2000-х, такая как бы технология еще не настолько была развита, и мы не могли общаться по видеозвонку и так далее. Мы все помним, возможно, эти времена, но сейчас как бы кажется, что этого уже как бы в жизни не можем представить этого, да, то есть
по видеосвязи ты не можешь поговорить с родными из любого уголка мира. Да. То есть здесь расстояние уже не имеет значения. И при Видеть, наличии- как внуки, да, допустим, растут. Да, вот такие хорошие вещи для семей, для родных людей, это, конечно, очень важно. Да. А скажите, на каком этапе сегодня находится реализация проекта? Мы провели закупочные процедуры по всем ключевым трассам этого года и частично следующего года. То есть строительно-монтажные работы у нас уже в активной фазе с лета этого месяца, с июля, с разной, так скажем, динамикой, но у нас все идет в графике, да, скажу. По тем вот населенным пунктам, которые я назвал выше, 8 населенных пунктов, идут активные строительно-монтажные работы. Также у нас идет активная поставка инфраструктуры, это блок-контейнеры, дизель-генераторные установки. Надо понимать, что прокладка ВОЛС — это не только просто проложить кабель, это же и определенная инфраструктура, это узлы связи, то есть будут определенные площадки для коммутации, так скажем, да, и здесь вот разное оборудование поставляется. Здесь мы определили всех подрядчиков, где в основном это отечественное оборудование у нас, которое поставлялось, оно уже закуплено, находится на наших складах. Сейчас уже вопрос уже идет доставки на места. То есть и волоконно-оптический кабель мы тоже законтрактовались на весь объем проекта, а это более 7000 километров. На текущий момент уже у нас поступило более 700 километров оптоволокна, что достаточно именно для этого года. В последующем у нас, согласно графикам, будут дополнительные поставки волоконно-оптического кабеля. Тоже у нас производители российские предприятия, находящиеся в Перми, в Саранске, в Подмосковье. Поэтому у нас все контракты заключены и строительно-монтажные работы идут в активной фазе. Скажите, пожалуйста, как будет производиться резерв на случай обрывов? Ну, здесь мы видим стыковку с проектом «Полярный экспресс». Это подводный морской кабель, который будет заходить в порт Тикси. Федеральная компания ВГУП «Морсвязь Спутник» планирует завершить эти работы. Ну, они декларировали этот год, ну и, возможно, перейдут на следующий. Здесь вот более точные сроки сейчас сложно определить. Но резервирование каналов магистральных у нас будет стыковка в Тикси в этой части, что позволит зарезервировать часть, так скажем, нашей трассы при обрыве каналов связи, то есть подача, так скажем, магистральным интернетом будет производиться со стороны данного, так скажем, данной компании, данного магистральной линии связи. Вот. В других направлениях тоже мы смотрим резервирование. Здесь мы тоже продумываем маршрутизацию сети таким образом, чтобы максимально зарезервировать каналы связи. Сразу скажу, что это, возможно, не везде получится, но где это реально сделать, мы точно будем это планировать и договариваться с другими операторами связи. А какие современные технологии будут использоваться при строительстве ВОЛС? Да, как я сказал, что проект достаточно непростой, именно прокладка. Здесь еще и вопрос возникает в последующей эксплуатации. Мало построить, но надо еще эксплуатировать ее должным образом после 2028 года и в параллели уже, наверное, начиная с 2027 года, потому что часть трассы уже построена будет в этом году. Мы будем использовать беспилотники, да, в части мониторинга трассы, в части работы аварийно-восстановительных бригад, восстановительных мероприятий. Вот такие технологии новые, да, мы хотели бы внедрять в обслуживании сети. Понятно, что расстояния большие, хотелось бы, чтобы инженерный состав такими навыками у нас обладал. Да, Петр Васильевич, можем ли мы немножко поделиться, может, планами дальнейшими, да? По синергии Арктики, да, вот, ну, дальнейшие планы у нас в следующем году 25 населенных пунктов, да, в этом году можно считать, что была немножко разминка, 8 населенных пунктов, но мы встали, так скажем, на плановые рельсы, да, то есть у нас сформирована дирекция, наша региональная компания Arctic Telecom данным проектом занимается, дирекция сформирована
полностью. Есть инженерный состав, проектные менеджеры, строительный контроль постоянно проводится, да. То есть та команда, которая должна реализовывать, она уже полностью укомплектована и сработалась. И к следующему году мы подходим уже максимально подготовленные. Да? То есть 25 населенных пунктов — это достаточно серьезный объем, поэтому мы к этому готовимся и уже сейчас готовимся, потому что и тот материал, который мы должны и в следующем году использовать, мы планируем заброску в этом году по зимнику. Да? Понятно, что транспортные, так скажем, вопросы доставки, они достаточно непростые в республике. Кто знает эти моменты, я думаю, как бы согласится со мной. То есть либо же по водному транспорту, либо же автозимникам завозить. Поэтому мы уже делаем задел на 27 год. И будем в 27 году подключать уже 25 населенных пунктов. Поэтому я жителей республики, телезрителей как бы приглашаю подписаться на наш канал МАКСИ, Мининновации Якутии. Мы постоянно там размещаем контент, видеоконтент, может быть, не такого телевизионного формата, так поболее, попроще, но там видно, как люди работают в тайге, в тундре, как наши ребята, инженера тоже выезжают на места, и идет прокладка оптоволокна. Да? То есть это достаточно тяжелая работа, поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, тех ребят, которые сейчас в поле, поблагодарить за работу, за самоотверженность, вот, преданность делу, так скажем. Да? Вот, они достаточно активно себя проявляют, и поэтому очень рад за них. И те подрядные организации, которые работают на проекте, это у нас республиканские компании, тоже очень радуют, потому что ребята, они опытные, знают местность, есть определенный, так скажем, опыт, техника, но тоже это радует. Поэтому я хотел бы им тоже пожелать только хорошей работы и, конечно же, достижения результатов. Я бы сказала, даже не каждый бы согласился работать в таких сложных условиях. Да, действительно. со специалистами все хорошо, хватает. Да, у нас хватает, у нас хорошие ребята, как бы саханён дилербатты. Ага, да. Вот, поэтому я уверен, что мы реализуем при помощи наших ребят, местных. Да, вот, поэтому действительно не просто работать в той местности, в тайге, в тундре. Вот, условия, конечно, непростые. Но я думаю, мы это обязательно реализуем, уверен в этом просто. Петр Васильевич, спасибо вам большое, что подробнее рассказали о Синергии Арктики, что были сегодня у нас в гостях. Действительно, это была очень полезная информация для всех жителей населенных пунктов, где появится совсем скоро высокоскоростной интернет. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.